Сердечно всех приветствую и душевно поздравляю с великим торжеством, которое сегодня молитвенно отмечает Христова Святая Церковь. В церковном календаре день входа Господня в Иерусалим. Мы слышали за божественной литургией Святое Евангелие, что Христос после трапезы у Марфы и Марии с воскрешенным Лазарем путешествует в город Иерусалим. И самым необычным образом ему приводят молодого осленка. Он садится на него. Народ восклицает «Осанна Вышних». Многие постилают свои одежды. Этот обычай заимствован от встречи царей, победителей. И Христос вступает в вечный город именно как царь славы, исполняя древние пророчества. Он принимает хвалу и величание, которые воздают ему те, кто был рядом с ним. Но пройдет немного времени, безропотно и со смирением Господь примет и другие возгласы: «Распни, распни его, не имеем царя, но только кесаря». Сегодняшний праздник – преддверие Страстной Седмицы. С завтрашнего дня наступают дни, когда Церковь Христова день за днем воспоминает последние события из жизни Спасителя. Существовал раньше святой обычай. Христиане на Страстную Седмицу, начиная с сегодняшнего дня, оставляли всякие житейские заботы и каждый день приходили в Дом Божий, посещали церковь, чтобы слышать глаголы, которые важны и значимы для сердца человека, для нашей бессмертной души. В понедельник, вторник и в среду будет совершаться литургия прежде священных даров. Последний раз в этом году, в преддверии Пасхи, литургия будет совершаться в среду. Четверг – совершенно особенный день. День воспоминания, установления Тайной Вечери, когда Христос со учениками своими совершил в Сионской горнице памятную вечерю, когда преподал им вино и хлеб, о которых сказал, что это кровь и тело Его, и нам заповедано творить это воспоминание. В этот день стараются христиане обязательно приступить к святой чаше Христовой после исповеди, чтобы стать участниками Небесной Евхаристии. А вечером в четверг читаются 12 Евангелий о последних земных днях жизни нашего Спасителя. Мы перед крестом поем, что искупил нас от клятвы древние своею кровью, на кресте пригвоздился, копием прободся, спасение всем даровал Христе Боже наш. Это умилительные, глубоко духовные слова и действия, и священные мгновения мы переживаем, когда читается 12 Евангелий. А в пятницу, самый скорбный день года, на середину храма во всех церквах износится плащаница, мертвенное тело того, кто пришел спасти и взыскать нас. И мы надгробное рыдание творим перед плащаницей, обносим ее вокруг храма в память, как святые жены-мироносицы провожали до гроба Спасителя. А суббота называется преблагословенной субботой. Темные одежды церкви, одежды скорби и печали
сменяются в этот день на белые радостные одежды, как знак грядущей радости, которая нас ожидает, когда мир видимый и незримый, таинственный, мир ангелов вместе с землей воспоет гимн победы Христа над смертью. Совершается освящение пасхальной трапезы в субботу после молитв и в течение всего дня. И даст Бог, если Господь подарит нам дожить, то ночью с субботы на воскресенье вместе с небом, вместе со святыми, вместе с ангелами мы будем прославлять Бога-человека, который своей смертью нашу смерть победил. Традиционно христиане должны принять в этом участие, поэтому постараемся, чтобы не быть в стороне, чтобы не оказаться чужими, но быть своими Богу. Желаю всем священной духовной радости. Поздравляю с праздником вербного воскресенья, недели Ваи. И да хранит всех нас Господь Своей милостью, Своей благодатью, Своим небесным заступлением. Аминь. Причастников поздравляю с принятием небесных, бессмертных и животворящих Христовых тайн. Традиционно те веточки вая, которые в наших руках, они сохраняются дома у икон в течение всего года. Это внешний знак нашего участия в шествии Спасителем в Иерусалим, в город вечный, в город Христов. Желаю здравия, спасения и во всем благого поспешения.